Так, всем привет! Сегодня у нас будет замена масла. Масло у нас будет вот такое, как бы его на свет показать. Равинол ФДС 530, так как мотор старый. И будет присутствовать еще вот такой фильтр. Сказали корейский, Avantech. Короче, C113. Автомобиль Toyota Ipsum, мотор 2 ZFE, год машины 2004. Вот, значит, масло, по-моему, 3600 стоит, и фильтр, по-моему, 300 рублей. Переодеваемся и топаем к машине. Да, на 14. Для начала нам нужно слить масло с поддона. Для этого откручиваем пробочку на 14. Так, надо еще приемную емкость. Вот, сейчас пока что срываем. Да, не так-то это все просто. Оп, так, все, сорвали таким вот образом. В качестве приемной емкости у меня будет выступать такая вот канистра. Попадает? Я надеюсь, что попадает. Сюда. В магазине подогнали такие вот перчаточки. Равинол. О, как. Мелочь, а приятно. Прорезиненные, неудобные для меня. Но зато руки чистые останутся. Пойдет, не пойдет от руки? Не пойдет. Так, чтобы рукой пошло. Конечно, все это лучше делать на яме. Но ямы у меня нету, зато есть гараж, в который можно выехать из ворот на пол колеса. И как раз получается небольшой бугорок. Что-то у меня такое ощущение, что я сейчас весь уделаюсь. И сейчас польется черное масло. Ой-ой-ой-ой, вот это я дал маху. Сейчас сольется масло. Еще открутим сверху пробочку. Маслозаливную горловину, чтобы масло сбегало побыстрее, пободрее. Да, вот он стоит, масляный фильтр. Можно откручивать руками. Лучше использовать, конечно, съемник. Вот такой вот у меня есть. Он недорогой. Единственное, что он какой-то силуминовый, однако. Потому как сильно легкий. Ощущение полной пластмассы. Одеваем. Берем решетку или вороток, кому как удобней, и откручиваем. Особенность вот этого съемника — это то, что он потом не хочет слазить никак, фильтра с корпуса. В общем, он отсюда потом очень тяжело слазит. Вот, наконец-то он снялся. Хотя, почему он так застряет, я не знаю. Что на нем написано? 65 миллиметров и гнездо на 14. Сейчас мы его открутим и опустим аккуратненько в канистрочку. Он полный масла, он тяжелый. Опа. Все равно уделался весь. Значит, здесь мы протираем площадочку, куда прикручиваться будет свежий фильтр. Главное, чтобы посадочная площадка была полностью чистенькая. Ну все, дожидаемся, пока сольется все масло. Чем дальше постоит, тем лучше. Подготавливаем фильтр. Ой, он еще и синий. Да, как-то не очень выглядит. Такая вот нам не надо ничего. Надо налить маслица чуть-чуть в фильтр. Вот так вот она выдергивается вверх и откручивается. Нужно буквально немного смочить фильтр и наливаем туда немного масла. Как говорится, фильтр маслом не испортишь. Так-то прокручиваем. Теперь необходимо смазать
резинку уплотнительную. Так, слегонца, без фанатизма. Здесь все протерто, ничего никуда не проливается. Положено его закрутить и потом ослабить на 3/4. Вот. Пока что вытрем поддон, пробочку и закручиваем. Так, до усера тут тянуть не нужно. Просто берем и подтягиваем. Так, чтобы не сорвать пробку. Еще раз все в округе вытираем. Сделали замену фильтра, слили масло и закрутили пробку. Теперь вся работа предстоит только вверху. Все готово. Залитие масла. На этом этапе всегда еще раз проверяем, затянута ли пробка поддона, закручена ли хотя бы. Как-то так. А вы любите, когда заливается в мотор новое, чистое, свежее масло? Я очень. Сейчас еще туда пол-литра засандолим, чуток еще дольем. Что тут осталось у нас в канистре? Грамм 300. Ну вот, как я и говорил, ровно полметочки. Закрываем пробку. Это так называемая деталь 710. Заглянули под машину, посмотрели, нигде ничего не бежит. Все готово.